Китай закрепляется в когорте стран-покорителей космоса. Илон Маск в июле проведет День ИИ Тесла. А резидент якутского технопарка поможет детям изучать русский язык. Всем привет! В эфире наша еженедельная программа о новостях из мира информационных технологий. Погнали! Очередной запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» состоится 1 июля. Территориями падения отделяющихся частей вновь станут Алданский и Кобейский районы Якутии. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 космических аппаратов. Предстоящий запуск ракеты-носителя должен довести количество спутников до 254. Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Земли. Доступ в интернет через спутниковую систему станет возможен благодаря 40 наземным станциям-терминалам. Их развернут на поверхности Земли. Продолжаем тему космоса. Национальное космическое управление Китая успешно запустило космический корабль с тайконавтами. Так в КНР и других китаеязычных государствах называют космонавтов, строящийся на орбите станции. Корабль Шэньчжоу-12 доставил к орбитальной станции Тяньхэ 3 китайских космонавтов. Они стали первыми за 5 лет представителями Китая на орбите. Тайконавты будут и первыми жителями базового модуля станции. Специалисты проведут на Тяньхэ 3 месяца, что станет рекордом по длительности непрерывного пребывания на орбите в китайской космонавтике. Что ж, еще одна страна буквально врывается в мировую космическую гонку. Тем временем астронавты на Международной космической станции дважды за неделю выходили в открытый космос для монтажа солнечных батарей и встретили на своем пути сразу несколько препятствий. Астронавты НАСА в воскресенье вышли за пределы Международной космической станции, чтобы начать установку солнечных батарей. Они увеличат мощность подачи электроэнергии на МКС, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Американец Шейн Кимбро и француз Тома Песке из Европейского космического агентства покинули борт станции около 7:45 по восточному времени, то есть в 13:45 по Москве. Для выполнения задачи у них около 6 часов. Это уже второй за неделю выход в открытый космос. Предыдущий состоялся в среду. Тогда астронавты установили первый блок батарей, доставленных американским космическим кораблем Dragon компании SpaceX. Попытку покинуть борт МКС в начале июня пришлось прервать из-за многочисленных осложнений. Самый серьезный из них стал датчик регулирования давления в скафандре Кимбро, который внезапно вышел из строя. Другой проблемой была невозможность закрыть люк на МКС. Помешали и неполадки самой солнечной батареи. Установку всех экранов планируется завершить в 2022 году. Переходим к делам земным. Илон Маск анонсировал День искусственного интеллекта Тесла. Главная цель мероприятия, которое состоится в июле, не только демонстрация прогресса в сфере разработки программного и аппаратного обеспечения для работы искусственного интеллекта. Компания намерена использовать эту возможность, чтобы привлечь новые таланты в отдел ИИ. В последние несколько лет Tesla начала проводить мероприятия, основная цель которых не представление публике новой продукции, а демонстрация технологических достижений из разных сфер. Так, в 2019-м прошел День автономности, в 2020-м День батарей. Теперь глава компании Илон Маск объявил через Twitter, что следующим будет День ИИ Tesla. Между тем, Американский национальный совет по безопасности на транспорте начал изучать аварии с участием электромобилей Tesla. Специалисты пытаются выяснить, могла ли стать причиной ДТП со смертельными исходами система помощи водителю. Регулятор автомобильной безопасности США заявил о начале расследования нескольких аварий электрокаров Tesla. В частности, будет сделана попытка выяснить возможную связь смертельных ДТП с работой системы помощи водителю. Она позволяет не пользоваться рулем в течение длительного времени. Регулирующие органы заявили, что они начали расследование по 30 эпизодам за последние 5 лет, в которых погибли 10 человек. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, автопилот работал как минимум на 3 автомобилях Tesla, которые попали в аварии в США со смертельным исходом с 2016 года. Еще в 3 случаях регулятор исключил зависимость ДТП от системы помощи водителю. Проблема привлекла внимание после автокатастрофы в Техасе в апреле. Тогда погибли 2 человека,
и, по мнению полиции, в момент столкновения никто не сидел за рулем. Месяцем позже испытания показали, что автоматизированная система управления автомобиля была недоступна на дороге, где произошла авария. На этой неделе Комитет Американского Сената по торговле проголосовал против принятия правил, которые ускорили бы внедрение беспилотных автомобилей. И главной причиной были названы именно аварии с участием продукции компании Tesla. И снова отправимся в небо. Аэротакси может появиться в Париже к Олимпиаде 2024 года. Летательный аппарат на электрической тяге совершил первый демонстрационный полет в аэропорту Ле Бурже под Парижем. Разработанная аэротакси немецкой компании Volocopter, она рассчитывает запустить регулярные перевозки пассажиров. При благоприятном стечении обстоятельств такие аппараты начнут перевозить пассажиров в столице Франции уже в 2024 году, когда здесь будет проходить летняя Олимпиада. Летающие такси собственной разработки представила в понедельник в парижском аэропорту Ле Бурже немецкая компания Volocopter. Демонстрационный полет прошел без людей на борту. Как рассказал генеральный директор фирмы Флориан Ройтер, такие транспортные средства не предназначены для продажи частным лицам. Парк машин будет управляться централизованно. Если вы клиент, звоните в диспетчерскую и говорите, где вас забрать и куда доставить. Платить придется только за полет. С ростом перевозок это будет стоить как обычное такси, то есть доступно каждому, кто может позволить себе такую услугу сегодня. Воздушный перевозчик под названием Volocity рассчитан на 2 человек. Он приводится в действие 18 винтами, которые питаются от 9 батарей. Бесшумен, безопасен и крайне прост в управлении. В соответствии с действующими правилами мы поначалу будем привлекать полностью сертифицированных пилотов вертолета. Со временем такое требование отпадет, и мы хотим, чтобы эти аппараты функционировали в полностью автономном режиме. По словам Ройтера, рынок городской мобильности обладает гигантским потенциалом – более 10 триллионов долларов. Только на долю воздушных такси в 2035 году будет приходиться 300 миллиардов долларов, полагает глава Volocopter. Компания Huawei анонсировала свой новый продукт – первого виртуального человека по имени Лайза, созданного с использованием передовых решений в сфере цифрового искусства, трехмерного моделирования, компьютерного рендеринга и высокоточной автоматизированной генерации. Во время короткого рекламного ролика в YouTube зрители знакомятся с симпатичным виртуальным персонажем Лайза Huawei. Презентацию и показ своего виртуального помощника компания проведет позже. Сейчас в сети появилось только короткое приветствие, в котором виртуальный персонаж представляется и заявляет, что является предметом цифрового искусства Huawei и может стать прекрасной телеведущей. В ролике отчетливо видно, насколько живо выглядит персонаж. Кто знает, может быть, уже в недалеком будущем нас, телеведущих, заменит Лайза. А резиденты якутского технопарка IT-компания MultiD-Tech представила уже готовый мультимедийный образовательный проект для детей, плохо владеющих русским языком. Как отмечают авторы, проблема обучения русскому языку детей, который для них не является родным, становится все более актуальной. Комбинация бумажной книги и технологий позволяет с помощью специального приложения и интегрированной функции дополненной реальности AR превращать плоские иллюстрации в трехмерные анимации, способные усилить образовательный эффект. Вообще, компания MultiD-Tech специализируется на разработке образовательных проектов, в частности, книг с интерактивным контентом. Новый проект будет включать анимированный словарь и комплекс упражнений по грамматике и поспособствует развитию грамотной речи, навыков чтения и письма. И завершим выпуск игровой новостью. Пираты Карибского моря наконец-то доплыли до Sea of Thieves. Одним из самых неожиданных моментов презентации Microsoft был анонс свежего приключения с участием Джека Воробья из знаменитого киносериала «Пираты Карибского моря». Что ж, долго ждать релиза дополнения не пришлось, оно уже с нами. В 3-м сезоне игра обзавелась новыми сюжетными кампаниями, главные роли в которых исполняют персонажи тех самых пиратов. События дополнения происходят после окончания 5-го фильма цикла. Джек и его друзья отправились на поиски мифического моря воров, где разбойники могут жить вечно и как их душам угодно. Естественно, по пути за искателями приключений увязался неугомонный Дэйви Джонс, и пошло-поехало.
Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте як24.ру и на одноименном YouTube-канале. Ну а если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!